Спортивная акция «Неделя спорта» стартовала по всей стране, в рамках которой проходят соревнования в поддержку олимпийцев. В ФОКе города Карабулак координаторы проекта «Молодежка ОНФ» и местные власти провели встречу с юными спортсменами и наградили отличившихся. Подробности в сюжете Мадины Пугоевой. Для юных спортсменов, стартовавшая по всей стране акция, не просто соревнования, а еще одна возможность доказать всему миру, что в маленькой и молодой республике немало перспективных и талантливых молодых людей, готовых покорить любые вершины. В их числе и Муслим Аушев, 12-летний юноша, уже успел завоевать свои первые медали и кубок. Теперь он снова будет бороться на ринге за звание лучшего на неделе спорта. Знаменитый спортсмен из центра в Европе, Олимпиада, чемпион. Если Муслиму Аушеву еще предстоит подняться на ринг, чтобы показать свои достижения в боксе, то Харуну Бадиеву это удалось сделать всего за пару минут. Юный дзюдоист в местной спортивной школе занимается уже 3-й год. Упорные тренировки и усердная работа над собой позволила спортсмену одержать победу над соперником и в этой схватке. Первая схватка за бедро и раз в финале, второй схватка в финале. Задней подножки, что настроить урсы. Новые победы в поддержку наших олимпийцев – таков девиз недели спорта, которая стартовала одновременно во всех городах страны. Акцию поддержали и наши спортсмены. В список запланированных турниров вошли соревнования по карате, боксу, борьбе и дзюдо. Это одни из самых популярных и распространенных единоборств в республике. Проект пилотный, поэтому организаторы надеются на заинтересованность молодежи. Это мероприятие первое, проводимое в ФОКе города Карабулак в рамках этой акции «Неделя спорта». Также до 23 февраля такого рода мероприятия мы будем проводить в различных городах нашей республики, в ФОКах, проводить соревнования, награждать победителей как медалями, грамотами, так и атрибутикой ОНФ «Молодежки». Бейли Бисаев, к примеру, готовится выступить на чемпионате России в Оренбурге и в случае своей победы собирается посвятить этот триумф всем российским спортсменам. Несмотря на всю политику, мы все равно стремимся к победе, занимаемся упорно и хотим показать, что мы лучше всех, и докажем им. Зал ФОКа посетили и сотрудники городской администрации. Подобное внимание со стороны властей спортсменам, безусловно, приятно. Гости пожелали ребятам удачи в предстоящих стартах. Затронули также и тему о наболевшем – Олимпийские игры в Пхенчхане. Спорт, как мы видим, уже втягивают в политику. Но спорт и политика – это очень разные вещи. И мы через спорт, наоборот, должны сближаться, быть вместе и быть сильнее. Победителей соревнований наградили грамотами и медалями, однако гораздо важнее материальных ценностей для этих ребят тот факт, что они выступали в поддержку наших российских олимпийцев. Мадина Пугоева, Рахман Суров, Новости 24.